испытанию средствами, расположенными в Евпатории, уже более 40 лет. За многие годы своей деятельности он подготовил множество квалифицированных специалистов. Центр и по сей день принимает активное участие в проведении различных международных проектов. В круг задач этой организации входит не только обеспечение так называемого мирного космоса, но и военный контроль космического пространства страны. В связи с этим общенациональную значимость Евпаторийского центра трудно переоценить. Это очень такая важная и весомая структура в мировой космонавтике. И я думаю, что Евпатория может гордиться тем, что такая структура находится здесь, в этом районе. Эдуард Кузнецов подчеркивает, что с ходом времени запуск первого искусственного спутника Земли приобретает особую важность, ведь он ознаменовал собой начало космической эры. Я думаю, что мы вот спустя 50 лет все ярче и, так сказать, трезвее оцениваем вот этот подвиг, который был совершен нашими учеными, конструкторами и инженерами. Действительно, впервые в человеческой цивилизации был совершен выход в космос. И какие бы события в дальнейшем не проходили, этот день, это явление, этот запуск останется навсегда первым человеческой цивилизацией. Майор Андрей Демаев служит в Евпаторийском центре с 1994 года. Он признается, что космонавтика и все, что связано с ней, уже давно перестало быть для него работой. Для меня сегодня двойной праздник, потому что мне сегодня будут вручать ордер на получение квартиры. Теперь для него это образ жизни, как и для других работников центра. Валерий Назарян, Сергей Козырь, 12 минут новостей.